Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдер Мождабаєв. І сьогодні наступну годину ми проведемо тут разом. І звісно, що говоритимемо ми про жахливі події в Ізраїлі, про безпрецедентну терористичну атаку Хамасу на не лише на півдні Ізраїля, на південь вони зайшли терористичною групою, а й по всьому Ізраїлю ракетна атака, там навіть із моря була теж висадка, і був прорваний паркан, через який зайшли терористи, які просто почали вбивати все, що вони бачили, і в першу чергу мирне населення, брати в полон, брати в заручники, і вони про це вже відкрито розповіли. Тобто тут вже це не здогадки про їхню тактику і стратегію, а це вже визнана правда. Стався насправді жах, людей вбивали просто сім'ями. На вулицях, на музичному фестивалі вбито понад 240 осіб. Це просто було дуже близько від кордону з так званим сектором Газа. І сьогодні я дуже радий, що до нас в етер прийде буквально за декілька хвилин. Поки що ми поговоримо просто з вами про це. Відомий ізраїльський репортер, воєнний репортер, журналіст Сергій Гранкін. Сергій просто зараз виходить в етер ізраїльського каналу, де він працює. І щойно він звільниться з свого етеру, він приєднається до нас, і ми матимемо можливість ставити йому запитання просто в прямому етері. І я цим скористаюся. Він знаходиться просто біля лінії зіткнення, буквально там в трьох, здається, кілометрах від так званого кордону, так званого сектора Газу, який просто після цієї терористичної атаки не можна вважати навіть протидержавою якоюсь там. Тому що те, що вони зробили, по-перше, тут треба віддати тут належне терористичному злу, яке просто ввело в оману ізраїльські спецслужби, уряд ізраїльський. З цим усім, звісно, нехай ізраїльтяни самі розбираються, але все це виглядало дуже жахливо і дуже дивно, що не був кордон укріплений і так, як це треба. Чи то там не спрацювало спостереження, чи щось інше відбулося. Це нехай вже ізраїльська влада і військові, і розвідники розбираються, але факт є фактом. Хамас увів в оману владу ізраїльську. Він усипив дбалість її і переконував, що він не готується до війни. Здається, нас теж хтось переконував, що війни не буде, що це все маячня, ми ні до чого не готуємося і все таке інше. Але що сталося, то сталося. І я, щоб ви просто зрозуміли, з ким ми матимемо розмову, просто повторюю, просто з передку, просто від Гази. Сергій Гранкін – це перший журналіст, який вголос сказав, що в нього немає інших аналогій з тим, що скоїли там терористи Хамас, ніж аналогії з Україною. Давайте послухаємо цей шматочок етеру, ізраїльського етеру, здається, де Сергій висловив цю свою думку. Провал Израиля за всю его, в общем, не очень долгую, но, тем не менее, историю войн довольно серьезную. Поэтому, в Израиле это сравнивать не с чем. На Украине, да, я же был там первые месяцы войны, как раз вот когда захватывали Ирпень, Бучу, расстреливали машины, Чернигов, Сумы, и я видел этих людей, я видел кадры, которые они мне показывали на телефонах, вот ровно то же самое. Так же хладнокровно подходили, убивали людей, женщин, детей из автоматов, из пулеметов, причем совершенно с деловым видом, как будто это работа. Вот это мне очень напомнило то, что я видел 1,5 года назад вот именно там.
Сергей Гранкин. Щойно бачите, що це за людина, і він завжди у найгарячіших точках зіткнений на Близькому Сході. І він така людина дуже крута і смілива. Останні новини я зачитую, ще немає підтверджень у мене в новинах, наприклад, на Українській Правді, але є повідомлення без підтвердження, поки що офіційного, про десятки вибухів в Єрусалимі. Ну, чекаємо на підтвердження офіційне цього факту. Ну, тобто, це нам про що свідчить? Про те, що нічого не закінчилося. Останні там 2 доби армія оборони Ізраїля активно атакує з повітря, з води, об'єкти в Газі, винищуються у першу чергу об'єкти, де, ну, за даними розвідки ізраїльської, знаходяться командні пункти, дома бойовиків, ну і все таке інше, що є першочерговими цілями, після чого армія оборони Ізраїля планує увійти в Газу, звідки вже втікає мирне населення, яке там на диво, але живе разом із терористами багато років. І мета армії оборони Ізраїля, як тут сказав, здається, міністр оборони ізраїльський, це оточення сектору Гази і повна фільтрація терористів, винищення усіх терористів, звільнення заручників, яких вони, на жаль, захопили під час свого, на жаль, вдалого вторгнення в перший день. Ось, і тут велика, до речі, публікація є на Українській Правді, яка під заголовком «Можливості Хамас серйозно послаблені. Після авіаударів Ізраїля тривають бої». Ви можете поцікавитися. Там активно працює, там більш ніж 500 ракет було випущено по об'єктах у Газі, щоб зменшити боєздатність для спротиву. І сухопутні сили ізраїльської армії, вони готуються до сухопутної операції, про яку теж оголошено. Уся влада в Ізраїлі зараз перейшла до армії, яка лише звітує уряду і політичному керівництву, то це за законом, про те, що вона робить для захисту держави. І таке, якщо ви знаєте, останнє таке відбувалося рівно 50 років тому, в 73-му році минулого століття, коли так само уряд Ізраїлю оголосив війну. І тоді те ж саме, інші були обставини, але ситуація формально така сама. Це війна, це не просто там антитерористичні якісь дії, це війна, в якій братимуть участь сотні тисяч ізраїльських солдат і офіцерів. Вже, здається, це дані, що 300 тисяч резервістів викликано до Цахал. І вони готуються, деякі вже у військо, деякі готуються і теж підуть у військо. Наскільки зрозуміло, відбувається накопичення сил вздовж Гази і посилення туди. І підтягують і важку артилерію, танки, і все те, що потрібно для штурму вже наземного. А поки що відбувається ракетна артилерійська підготовка до цього і накопичення сил. Звісно, питання, яке ставлять усі, де це будь-хто може собі його поставити. Як так могло статися, що Ізраїль, держава, яка пишається абсолютно обґрунтовано своєю армією, спецслужбами, проспала такий напад? Я думаю, це моя версія. Вона ґрунтується на деяких моїх даних, які я отримав від друзів з Ізраїля.
які аналізують цю ситуацію, це і журналісти, аналітики. І вони кажуть, що тут провина в першу чергу політичного керівництва країни, бо спецслужби щось знали, але, напевне, теж далеко не все, і точно не знали про дату нападу. Це вдалося зберегти в таємниці завдяки тому, що, знову ж таки, як пише «Українська правда», Хамас 2 роки вводив Ізраїль в оману, щоб напасти, а Єгипет попереджав. Тобто деякі працівники єгипетських спецслужб попереджали про можливий такий напад, але теж дату не повідомляв, напевно. Хамасівці брехали, вони імітували перемовини з Ізраїлем, імітували прагнення мирного процесу. Ізраїль відкрив кордони для тих мешканців Гази мирних, які працювали на території Ізраїля, намагалися там покращити економічний стан населення, і через це якось так забезпечити безпеку Ізраїлю через те, щоб там вони працювали десь і отримали гроші, і якось там економічна ситуація покращилася, але всі ці спроби, я не знаю, там заохотити Газу і Хамас, який там керує до реального миру, виявилися марними. Це була лише омана, і Хамас скористався святами в Ізраїлі, які були. Це Суккот і Шабатом скористалися. Вони знайшли час, саме коли найменша частина війська була біля кордону, коли вони змогли це зробити, з дуже малим спротивом. Це теж жах, і теж ізраїльські пабліки, журналісти думають над тим, як це могло статися, що армія була неспроможна зупинити терористичну атаку, і було захоплено декілька населених пунктів. Там фактично відбувся такий ремейк, страшне слово, тут кіношне, але повторення Голокосту. Бо такого масового, в такий проміжок часу знищення євреїв, просто мирного населення, не відбувалося з тих часів. Кількість жертв там вже сотні, я навіть боюся сказати, скільки. Останнє, що я бачив, 700 загиблих. Я думаю, що це не остаточна цифра, на жаль, вона зростатиме. А що буде далі? Подивимося. Принаймні, Іран, хоча і підтримав Хамас, вдає всім, що він до того не має стосунку, що він не знав про цей напад, так само, як і Москва, закликає до миру, до припинення вогню, але я особисто переконаний, що і Іран, і Москва знали про операцію, більш того, що вони їй сприяли і керували, в тому числі і датою нападу. Це був день народження російського фюрера Путіна, 7 жовтня. Такі речі в них не часто відбуваються випадково. Я думаю, що це абсолютно не випадкова подія. Це все було зроблено як подарунок Путіну на підтримку його війни з Україною. І вже є політичні заяви, я забув назву партії, нам це не дуже цікаво. Лідер однієї з політичних сил Ізраїлю сказав, що він бачить прямий зв'язок між Росією і Хамасом. І певен, що Росія знала, принаймні знала, там це не точна цитата, що вона ними, Хамасом, цим фактично керує. Я в цьому абсолютно завжди був певен. І ще декілька років тому ми з Павлом Фельдблюмом і іншими діячами громадськими біля посольства Російської так званої Федерації проводили акцію під назвою «Хамас равно Росія». Тоді це навіть в Україні сприймали як, якось там, може вони там, якісь там дивнуваті люди, чому ви біля посольства Ірану це не влаштували, а саме біля Росії, а ми казали тоді, що корінь зла саме тут, в Росії.
І зараз усе більше світ переконується в тому, що це насправді так. Ну давайте просто за логікою. Росія абсолютно точно це старший брат для Ірану зараз. Вона щільно співпрацює з ним в ракетній історії, в історії з дронами. І такі саме ракети і дрони, я певен, тут просто навіть не треба здогадуватися, це просто буде днями, я думаю, підтверджено остаточно, що це іранські ракети або ракети, які виробили в Газі, але за іранськими технологіями, бо раніше таких ракет в такій кількості не було в хамасівців, а зараз є. Ще можна тут зазначити, що ізраїльські люди зараз теж, як українці, на початку повномасштабного вторгнення збирають речі, шукають бронежилети, яких не вистачає, як виявилося навіть в армії оборони Ізраїля, яка там, на нашу думку, завжди там найкраще готова до будь-яких подій. Але така кількість одночасно резервістів, вона стала викликом навіть до ізраїльської системи оборони. І громадське населення саме так, як в Україні, допомагає своїм військовим продуктами, шкарпетками, брониками. Броників не вистачає. Ну, таке. Тобто, виявляється, що, в принципі, весь світ по-справжньому не готовий до жахливих терористичних атак як Росії, так і Хамасу. Ніхто всерйоз, як виявилося, до них не готувався. Тобто, всерйоз, може, і готувалися, але все одно не так, як було потрібно готуватися, враховуючи такі загрози. І тут, ну що зараз сказати? Зараз Ізраїль сам розбереться у тому, що відбулося. До речі, ситуація в Ізраїлі така, що багато тисячі, а хтось каже, десятки тисяч людей рвуться, громадяни Ізраїлю рвуться на свою батьківщину, щоб її захищати у складі її Збройних сил. І це так само, як було на початку вторгнення в Україну. Теж багато людей приїхало, які кинули своє спокійне життя в різних країнах, згадав про те, що вони, громадяни України, мають захищати власну країну. І я закликаю тих, хто хоче, хто живе в інших країнах і хоче воювати, має знання, має намір такий, має можливість воювати або допомагати Збройним силам України, як то кажуть, не соромтеся, повертайтеся в Україну, звертайтеся до військкоматів, до будь-яких організацій, у тому числі звертайтеся, і це вже моє звернення до людей окремо кримського походження, які живуть у різних країнах світу. Ми на вас чекаємо, на вас чекає 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челібіджихана Збройних сил України, який просто зараз формується, тренується і готується до звільнення півдня України і, власне, Криму. А хто, як не кримці, не матимуть брати участь у звільненні власної батьківщини. І що буде далі? Ніхто не знає. Спробуємо запитати про це в Сергія Гранкіна, який, я надіюся, хвилинами буквально приєднається до нашого етеру. Зараз продовжимо читати новини. Поки чекаємо на Сергія. Що тут ще цікавого? Так, коротше, Хамас пускав пил в очі Ізраїлю і світовому суспільству, вдавав із себе тих, хто там не має намірів нападати. А коли знайшли час, першим кроком був шквал з 3000 ракет, випущених з Гази, які збігся в сторону бойовиків, що прилетіли на дельтапланах над кордоном. Щойно бійці на дельтапланах опинилися на землі, вони забезпечили безпеку місцевості, щоб елітний підрозділ терористів міг штурмувати укріплену електронно-цементну стіну, яка відокремлює Газу від поселень.
ізраїльських. Бійці терористів використовували вибухівку, щоб прорвати бар'єри, а потім прорвалися на мотоциклах. Бульдозери потім розширили проміжки, і це ще більш бойовиків в'їхали на повнопривідних автомобілях позашляховиках. Підрозділ спецпризначення Хамасу атакував штаб-квартиру ізраїльської армії в південній частині Гази і заглушив її зв'язок. Це теж важливо. Тобто це була дуже якісно спланована терористична атака. Вони готувалися до неї щонайменше рік, як я читав в ізраїльських джерелах, які цитують там джерела, яким вони довіряють, правді, довіряють, що це правда. Там якісь дані публікуються. Значить, генерал у відставці Яків Амідрор, колишній радник з національної безпеки прем'єр-міністра Беняміна Нетаньяго, завів журналістам у неділю, що цей напад став величезним провалом системи розвідки і військового апарату на півдні. За його словами, деякі союзники Ізраїлю говорили про те, що Хамас набув нібито більше відповідальності. І там по дурості почали вірити, що це правда. Ми не допустимо цієї помилки знову і знищимо Хамас повільно, але впевнено, сказав пан Амідрор. У свою чергу The Times of Israel пише, що представник єгипетської розвідки на умовах анонімності заявив, що Єгипет, який часто виступає посередником між Ізраїлем і Хамас, неодноразово говорив з ізраїльтянами про щось велике, але не уточнюючи, що саме. Ось таке. Тут така, знаєте, така спецоперація терористична, якої передувало ІПСО. ІПСО, тобто медійна, політична, дезінформаційна атака, на яку, так, як виявилося, деякі люди в політичному і військовому, можливо, керівництві Ізраїлю купилися. І це завжди, знаєте, коли кажуть про якусь там єврейську змову, я кажу, що треба дивитися правді в очі. Ось у нас, на жаль, зло останнім часом більш організовано і підготовлено, ніж добро. І зло, воно об'єднується легше за добро. Дивіться, в якій зв'язці працюють проти світу цивілізованого. Росія, Іран, Хамас, там Хезболла. Це теж, в принципі, це одна мережа, яку свого часу і створив насправді Радянський Союз. Не маю на увазі ці терористичні угрупування. Він і політично їх підтримує. І просто зараз російські офіційні особи кажуть про те, що треба припинити стрілянину, треба сісти за стіл тощо, але ми знаємо, що все це значить. Це фактично вони визнають, що вони задоволені тим, що відбулося. А просто зараз у нас в прямому етері з Ізраїлю мій товариш і дуже відважна людина і класний, найкласніший, на мій погляд, телевізійний воєнний репортер Ізраїлю і, може, і світу Сергій Гранкін. Привіт, Сергій! Давайте я попробую перенабрать. Может быть, что-то будет. А ти не чуєш мене? Всякое бывает. Алло. Так, щось там зараз Сергій підготується, і ми вже будемо конкретно з ним спілкуватися. Це буквально якісь там секунди. Ось новини про атаку на Єрусалим. Що ще? Ракетну. А далі вже будемо питати. Не лише Єрусалим. Єрусалим, Бейтар і Лід. Бейтар і Лід. Да. А це район, напевно, Єрусалиму. Я там не часто бував, бо тож не знаю там районів, ось кадри. Ракета кудись влучила, автомобілі і все таке інше. Да. Тобто, попри дії Ізраїля в секторі Газа, попри знищення багатьох об'єктів Хамасу, він досі має можливість запускати ракети. А зараз це вже точно Сергій готовий. Сергію, привіт! Чи ти мене чуєш? Нет, я уезжаю домой, потому что спать еще под ракетами — это перебор. Буквально я почему так поздно вышел в эфир, мы договаривались в 5:15. Последние 10 минут мощнейший залп
ракетный очередной, но причем он всегда комбинированный, то есть мины летят как раз в то место, где я стою, в районе линии фронта, это Западный Негев, а основной залп ушел в сторону Иерусалима и даже Гуш-Эциона. Гуш-Эцион, это, чтобы было понятно, Иудея, и там находятся палестинские города, Вифлеем, Хеврон, куча палестинских деревень, но, похоже, боевикам Хамаса на самом деле не так уж важно, в кого они попадут. Если попадают в палестинца, как это было в первый день, когда убили 3 мусульман, 6 мусульман, 6 детей и 3 женщины одной ракетой они положили. Их просто назвали шахидами, сказали, что, значит, такова воля Аллаха, все в порядке, ничего страшного. Есть прямое попадание в Гуш-Эционе. Вот буквально сейчас я получаю информацию. В Иерусалиме были мощнейшие взрывы, но вроде как в город ракеты не попали. Ну и все-таки тут нужно отметить важную вещь, что, конечно, как бы там совсем плохо с мозгами, потому что если, не дай бог, ракета бы попала в мечеть Аль-Аксу, то я думаю, что Хамас бы уже разбирался бы и со всем мусульманским миром, но, похоже, они не принимают это в расчет, и им уже это не так важно, они понимают, что доживают последние дни и, соответственно, ведут себя, как и положено, смертникам, то есть им ничего уже не страшно. Сергей, какой у тебя лично, по твоим ощущениям журналистским, а ты прошел все вооруженные конфликты, которые вот были на твоей профессиональной деятельности, какой у тебя прогноз ближайших дней, как будет действовать армия обороны Израиля? Ну, уже я зачитывал новость тут про то, что министр обороны заявил, что армия хочет окружить Газу и переловить всех террористов, ну и так далее. Ну, окружить Газу невозможно, потому что Газа около моря и на границе с Египтом. Вся граница с Газой и так, разумеется, должна быть блокирована. Имеется в виду, что сейчас Израиль до сих пор не контролирует полностью свою территорию. То есть уже, конечно, лучше, чем было вчера, но все-таки уже идет 3-й день войны, и вот эта великая израильская армия, самая сильная, казалось бы, на Ближнем Востоке, в течение 3 суток не могла отбить свои населенные пункты, свою территорию, выйти к границе и герметично эту границу запечатать. Да, собственно, вот в том месте, где я нахожусь, Зиким называется, ну, это по побережью от Газа строго на север. Там дальше за спиной город Ашкелон, потом Ашдод, Ришон Лецион, Тель-Авив. Но те, кто знает географию, примерно понимают, где я. Пляж Зиким, первый пляж, самый ближний к Газе. И вот сейчас буквально происходит 5-я подряд высадка морских команд из Хамаса. И на пляже идет бой. Бой с применением танков, боевых вертолетов, использован уже беспилотник «Камикадзе», и спецназ, разумеется, израильский там рубится. Обычные части все-таки уже подтащили всех, кого нужно, и сейчас уже нету таких проблем, когда не хватает солдат, и приходится затыкать дырки то ли полицейскими, то ли добровольцами, просто у которых случайно дома есть пистолеты. Такое было и вчера, и позавчера. Но, тем не менее, бой вот еще идет уже полчаса, это говорит о том, что на самом деле очень неплохо подготовились боевики Хамаса. У них, ну, в общем, 1000 человек, это почти дивизия спецназа. Это для любой страны, в общем, немало, а для отрезанной, казалось бы, от мира Газа это прямо серьезное достижение. И вот есть четкое ощущение в Израиле, что это достижение достигнуто не только за счет внутренних ресурсов. Вот спасибо, что ты уточнил, что Газу невозможно окружить, поскольку действительно, если знать географию и вспомнить ее чуть лучше, чем я, там действительно граница Египта, ну и море, соответственно, и они с моря атакуют сейчас. И, как я понял, еще не зачищены территории Израиля, не говоря уж там про то, чтобы зайти в Газу. Но конечной целью Израиля является полное уничтожение Хамаса. Это было политически объявлено. Каким образом Израиль планирует достичь этого на практике? Ну, к сожалению, все планы-то нам хорошо известны. То есть мы не первый раз уже в этом фильме, да, в страшном сне. В 2014 году операция «Несокрушимая скала», израильская армия заходит в Газу, есть четкие планы этой операции. Газа разрезается на 3 части, и, соответственно, нету сообщения между разными частями анклава. Но Газа, как Израиль, она вытянута вдоль моря, поэтому разрезать ее на части довольно несложно. А бросок от границы восточной к побережью занимает у наших танкистов 2-3 часа, ну и то просто, чтобы не торопиться. На самом деле, если очень надо, то можно и быстрее. То есть эта операция проводится мгновенно, она не представляет большой сложности. Крупные населенные пункты армия не заходит, потому что это городские бои.
А дальше уже начинается методичная работа. Корабли бьют с моря, самолеты, вертолеты сверху, соответственно, танкисты, пехота, снайперы, и вообще все, что стреляет, постепенно сжимают вот эти круги, и анклав становится все меньше, меньше и меньше. Террористы выдавливаются, ну, некоторые поддаются как бы естественному желанию, выскакивают наружу, это самое главное, и появляется возможность их уничтожить, потому что подземная война, а Газа вся в туннелях, то есть под каждым городом, под каждой больницей, под каждым многоэтажкой есть боевые туннели Хамаса, боевые туннели исламского джихада, ракетные шахты, заводы по производству оружия. Главный бункер, мы тоже знаем, где он находится. Он находится под городской больницей Газы. И пока еще ни одного политика в Израиле не поднялась рука, вот отдать приказ, нажать на кнопку. Очень легко. Ты сносишь больницу, глубинная бомба, и все, у Хамаса нету руководства. То есть и там же, кстати, держат и часть заложников, которые попали в Газу. Там в свое время под больницей держали и Гилата Жалита, солдата, на которого потом поменяли 1000 с лишним боевиков с кровью на руках. И из-за этой операции потом уже задним числом посчитали, что эти боевики, выпущенные на свободу, уже убили более сотни израильтян. То есть этот солдат довольно дорого обошелся Израилю. Вот что сейчас делать с этой ситуацией с заложниками? Как минимум 130 человек в Газе, причем там есть и военнослужащие, и девушки военнослужащие, как я уже сказал, 11 баз было захвачено, одна база, там было 20 девочек-наблюдательниц, которые должны были следить за мониторами, как раз предупредить о том, не идет ли кто-то со стороны Газа. Но девочек завезли в четверг, да, то есть они были новички там на базе. Вот, старослужащие уехали на праздник домой, и плюс, по-видимому, не без помощи иранских хакеров программу видеонаблюдения удалось отключить на какое-то время. То есть они не видели приближающегося врага, никого не предупредили, базу захватили целиком, тел девушек не нашли. Кто из них убит, кто захвачен в плен, мы не знаем, но пока предварительная оценка, что вот 2 отделения девушек, израильских военнослужащих, как минимум находятся в Газе. Есть высокопоставленные офицеры, которые просто оказались в этот момент, например, в штаб дивизии Газа был взят. И там было несколько десятков человек, и каждый из них сражался до конца, поэтому у нас в списке погибших такое большое количество полковников, майоров, командир бригады Нахаль. Вообще командир бригады в Израиле гибнет впервые за 50 лет. Ну, эту фразу впервые за 50 лет, я вот за 3 дня уже просто устал повторять. На самом деле не впервые за 50 лет. В Израиле никогда такого не было. Израиль пережил самое страшное поражение за всю свою историю. Самое большое количество жертв за всю историю Израиля. Сейчас говорят, что 800 человек уже в списках погибших, но будет расти этот список, потому что еще не все участки, где шли бои, взяты под контроль израильской армии. Это значит, что спасателей туда не пускают, там тоже будут найдены тела. У нас 750 человек, пропавших без вести. 130 вроде как Хамас и исламский джихад объявили, что они в Газе, где остальные вполне возможно, что лежат где-то в полях между поселениями Западного Негева и границей с Газой. Более 2000 раненых, причем где-то 50-60 в критическом состоянии, то есть врачи выкладываются полностью, чтобы их спасти. Около 100 еще в очень тяжелом состоянии. Но благо в этом в Израиле нет проблем. Медики наши работают отлично, хватило и сил, и средств. Я просто сам видел, как эвакуировали вертолетами раненых в больницы в центр страны, потом на север. Просто потому что южные больницы были переполнены в течение первых 2 часов. Понятно, такой поток. То есть раненых, наверное, подлечим. Тех, кто получил психологические травмы, будет спасти сложнее. Самое страшное — это, конечно, ситуация с заложниками. Вчера была пресс-конференция родственников тех, кого захватили. Все наверняка видели эти страшные ролики, когда там грудные дети, от 8 месяцев до 86 лет возраст заложников, чтобы было понятно. Там, да, есть молодые люди с этой вечеринки, есть и солдаты, но основное, то, кого они захватили, это женщины, дети, старики. И переводчица нашего канала, это, естественно, в прямом эфире переводили, транслировали, она разрыдалась в прямом эфире. Посмотрите этот ролик. Это невозможно выдержать, действительно. Это очень тяжело, но
сказать, что в Израиле паника или что мы как бы чего-то боимся или чего-то недопонимаем, здесь в Израиле немножко по-другому относятся к этой ситуации. Во-первых, далеко не в первый раз. Во-вторых, мы не говорим, что вот они прозевали, вот они виноваты. Имея в виду каких-то генералов, политиков. Это мы прозевали, это мы виноваты, и мы исправим. У меня сегодня утром дочка ушла на фронт. Она старший сержант спецназа. Было заявление правительства, там сказали, что спецназовцы, которые уже отслужили и которые уже даже не подлежат мобилизации, ну все, как закончилась срок службы, не было дополнительных учений, значит, воевать нельзя. Сказали, что, ребят, приходите, потому что потери среди израильского спецназа невероятные, да, они вот уже третьи сутки сражаются, и понятно, что не жалеют вообще не то что жизни, там, просто безумные там примеры подвигов, про них еще рано рассказывать, потом про это будут снимать фильмы, сейчас не до того. И попросили отставников, спецназовцев приехать на базы. Ну вот надо сказать, что переполнены дороги, переполнены базы, интернет забит объявлениями «Довезу солдата куда хотите», центр продаж «Тойоты» в Реховоте просто открыл свои двери, и каждый, кто едет на фронт, ему дают новую машину с ключами. Говорят, брось там где-нибудь, только потом брось адрес, напиши, неважно, езжай. Ну, это да, это похоже на картины, которые мы видели в документальных фильмах «Войны судного дня». Вот пришло и наше время. Да, у нас совсем нет такая. У меня жена медик, она в больнице, она военнообвязанная. Ну, я гражданский, но на фронте. Дочка вот сегодня ушла, вторая дочка за границей, рвется в Израиль. Наверное, тоже не для того, чтобы дома под ракетами сидеть, она тоже служила в боевых частях. То есть у нас, ну, скажем так, не то, что нет уклонистов, у нас действительно как бы конкурс, очень много людей идут, и самый большой призыв, пожалуй, за всю историю страны, 300 тысяч человек уже призваны. Создает некоторые проблемы в экономике. Израиль небольшая страна. То есть я пришел в аптеку, а фармацевт уже на фронте. Я пришел там в какую-то там лавочку, какой-то бизнес, все на фронте. И, соответственно, прерываются поставки, потому что водители, которые возили продукты или какие-то важные вещи, тоже на фронте. Этот на фронте, этот на фронте. Но ничего страшного, как бы переживем, соберемся, реорганизуемся. В этом как раз я не вижу большой проблемы. Вот в том, что будет, нет никаких сомнений. Да, мы зайдем в Газу, и мы будем взрывать дома, мы, собственно, это уже делаем. Раньше была такая технология бомбежки газа. Сначала бросали небольшой снаряд по крыше. Мирные жители понимали, что сейчас прилетит бомба, разбегались, и потом бомбой, собственно, сносили само здание, где находился или штаб Хамаса, или какие-нибудь вышки, радиопередатчики, опять же, хамасовской разведки, или бункер под зданием, тоже принадлежащий Хамасу, может быть, ракетные установки. Неважно, почему сносили это здание. Сейчас ситуация очень резко изменилась, и палестинцы уже жалуются в социальных сетях, жалуются смешно, конечно, просто сносятся дома всех боевиков Хамаса. Прилетает самолет, даже рядовых. Такого никогда не было. Да, вот эту картинку вы видите, совершенно верно. Вот так она и происходит, эта работа методично идет, и это только самое-самое начало. Ведь призывники, 300 тысяч их собрали там сегодня, нужно минимум 2-3 дня на переподготовку, пристрелять оружие, сформировать подразделения, выдвинуться к границе, подготовить бронетехнику, проверить минные поля и так далее и тому подобное. Это займет какое-то время, но в течение 2-3 дней до конца недели израильская армия войдет в Газу, сначала разрежет ее на 3 части, а потом начнутся ужасающие городские бои. И почему они ужасающие? Конечно, у нас будут потери, в этом нет сомнений. Но какие потери будут в Газе, это страшно себе представить. Мы просто до сих пор не применяли этой силы своей, которая у нас есть. Но теперь, к сожалению, нам не оставили выхода. Это такая же, кстати, ситуация на севере. Только что был обстрел ракетный населенных пунктов Верхней Галилеи. Уже отвечают боевые вертолеты израильские, то есть на северной границе тоже там заварушка некоторая. До этого вчера тоже был минометный обстрел, и тогда мы ответили артиллерией. Но, что интересно, сразу последовало заявление Хизбаллы, которое сказала, что это не мы, это наши местные палестинцы. Да, из вертолетов их покосите, ради бога, никаких претензий. К нам только, пожалуйста, не прилетайте, мы не стреляли. Почему так говорит Хизбалла? Потому что Ливану еще вчера было передано
собственно, подробное расписание уничтожения этой страны. Не только Хизбалле, но и ливанскому правительству, Франции, Штатам. То есть это не секрет. Израиль свои планы не скрывает. В течение 3 часов, если оттуда начнется что-то, Ливан перестанет существовать. Ну и там и так fail state, то есть государство разваливается. Но просто будет уничтожено все. Мосты, электростанции, аэропорт международный, аэропорт внутренний, все дороги, шиитский квартал Дахия в Бейруте, который еще не отстроили после войны 2006 года, все позиции Хизбаллы в Южном Ливане вместе с деревнями, где эти позиции находятся. Израиль не хочет войны на два фронта. И у Израиля есть возможность избежать войны на два фронта. Там будет Ливанское море. В Сирии появятся свои пляжи. И в Ливане это хорошо знают, и поэтому посылают на провокации палестинцев, сами не лезут. И в этом-то и ужас ситуации. Мы же, несмотря на эти жуткие потери, никто ни в Израиле не стал кровожадным, не требует там распинать палестинских детей или там закатать газу в бетон. Ну, есть, конечно, такие, они везде есть, но тем не менее нет, такого настроения нет, но это просто, к сожалению, такую операцию невозможно провести без многочисленных жертв со стороны мирного населения. И в отличие от России, да, которая говорила, что Мариуполь только похорошел с приходом российских авиабомб. Мы честно сообщаем о каждой бомбе, которую сбрасываем, сколько детей она убила, сколько пострадало и погибло мирных граждан. И, конечно, международное сообщество, ну, сейчас неделю еще нам посочувствует. Операция, по моим представлениям, будет продолжаться где-то до Нового года. Раньше не успеем. Ясно, что уже через месяц нас будут клеймить с трибуны ООН, да, принимать. Ты знаешь, Сергей, Сергей, честно, вообще все равно, что будут с трибуны ООН. И я, конечно, ты как просто как военный практик, военный журналист сравнил. Я никогда в жизни не сравню российскую армию с израильской, потому что то агрессор, а Израиль обороняется. Значит, и я в первую очередь желаю, дай Бог, храни Бог всех твоих родственников, дочку, супругу, тебя. Я тоже переживаю, у меня тоже мой племянник родной, самый близкий, фактически сын мне находится в действующей армии и воюет, он офицер, собственно, и он был в составе армии, а его отец, вот как резервист, тоже сейчас на базе и тоже. В общем, весь Израиль встал, потому что, ну, выбор-то невеликий. И то, что я так понял, что захват заложников был главной целью, в принципе, всего этого, и уничтожение как можно большего количества людей, наведение страха, ужаса и захват заложников. И они, ну, как бы, действительно, это вот такая кровавая резня. Вот это можно только так и назвать. Поэтому Израилю оправдываться не за что, а то, что Израиль говорит прямо, что они предпримут, это делает только честь израильскому правительству, потому что, ну, люди должны знать, если они со своей территории допускают такие вещи, ну, за это нужно отвечать. Если из твоего дома что-то летит или вырываются террористы, которые убивают твоих детей и так далее, ну, тут однозначно. Я хочу только уточнить, конечно, самое сложное, самое болезненное – это именно судьба заложников. Мы знаем, как ценится в Израиле жизнь каждого гражданина, и это все очень будет тяжело. Мы желаем всей Украины и вам успеха. Мы прекрасно понимаем вас. Ты сам видел Бучу своими глазами. Ну, как бы вот это... И то, что ты сказал, что это одно и то же. То есть идея уничтожить людей просто. Как можно больше мирных людей. Ты действительно, вот у тебя перед глазами стояла Буча, когда ты увидел, да, вот то, что произошло у вас на юге. Да, и, кстати, хочу извиниться перед украинскими зрителями. Я сказал в израильском эфире, я вообще советский человек, я уехал в 90-м году, я никогда не был гражданином России, и я на автомате говорю на старом советском языке. Я там в том выступлении, наверное, сказал все грамотно, только я допустил ужасное высказывание, сказал «на Украине». Ну, меня можно простить, я к тому времени уже 18 часов был на фронте, я увидел сотни трупов, и ну, в такой ситуации мозг работает на инстинктах, а инстинкты у меня, простите, советские. И я просто видел кучу отзывов в интернете, где меня за это ругали. Нет, я обычно говорю в Украине, я понимаю. Но, знаете, на фронте, вот попадите в эту ситуацию, посмотрим, как вы будете говорить, те, кто меня критикует с диванов. Даже если с этого дивана иногда слышна сирена воздушной тревоги, как это бывает в Киеве. Что касается ситуации, то да, конечно, я не был в Буче, разумеется. Я первые 2 месяца был в Украине, и я просто встречал этих беженцев уже с другой стороны реки, через Ирпень, которые переходили. Я снимал
у них сразу с телефонов эти видео, записывал их рассказы. Вот ракетный удар по Бершеве. Только что пошли ракеты. Извините, это так просто к слову пришлось. И, конечно, я видел это видео, да, как идут эти монстры. И самое страшное, что равнодушные, им все равно это работа. Они шли и стреляли по людям, и добивали. И я увидел вот такой же точно кадр, да, вот на этой вечеринке трансовой, да, когда вот там стоит ряд машин в пробке, и я видел кадр, и девочка одна, которая выжила, мне рассказывала, она говорит, вот они идут, расстреливают машину, потом один подходит, делает 4 контрольных выстрела, ну и 3 по количеству людей в машине, и спокойно идут дальше. А люди в пробке, выбраться они не могут, вокруг как бы деваться некуда. И ну вот там случилось чудо, наверное, чудеса тоже бывают в такой ситуации. Почему-то они подошли к машине, где сидела эта девочка, посмотрели на нее, прошли дальше и начали расстреливать следующую машину. Но вот эта их деловитая походка, это их совершенно... Ну да, там мы видели кадры из Газы, когда все там в восторге, орут «Аллах Акбар», там, ну это когда уже привезли заложников. Это все понятно. Это быдло на улице, оно всегда реагирует одинаково. А вот эти убийцы, они хладнокровно действовали, они понимали, зачем они идут, они шли убивать, они знали, что там будет эта вечеринка, они четко знали карту, они окружили ее с 3 сторон и методично. В одной палатке людей закидали, по-видимому, не хватило боевых гранат, закидали светошумовыми гранатами, и когда те попадали на пол с порванными перепонками просто от количества взрывов, там было несколько десятков гранат, они зашли и спокойно каждого пристрелили в голову. Ну, так им показалось удобнее, чем просто вот начинать открывать огонь, то ли попадешь, то ли нет. В бомбоубежище там забежало несколько десятков человек, то они закидали уже боевыми гранатами. Эта девочка вырвалась на машине и пыталась поехать по полю, но потом машина застряла, к счастью, она из нее успела выскочить, и в машину прилетела ракета РПГ. Они просто убивали детей. И им это нравилось. Им совершенно четко, вот, наверное, зло, оно выглядит одинаково везде, я так думаю. Ну вот мне кажется, что нельзя их разделять, там какие-то фундаменталисты исламские, а эти путинисты. Да нет, они просто вот отморозки, они одинаковые подонки. И Я не могу. это какое-то нарушение, причем... Сергей, огромные соболезнования вам всем. Это действительно просто зло вырвалось из-под контроля и в разных точках мира. Оно ведет себя одинаково. Такое впечатление, что они посмотрели Бучу и сделали то же самое просто. Вот, ну, просто посмотрели. И опыт мясников, то ли он передается воздушно-капельным путем каким-то, а может быть, они действительно планировали операцию. Да нет, они именно так и планировали на самом деле, да. То есть они, террористы, действуют одинаково. Слушай, какие голоса звучат в Израиле в отношении вот этого такого, ну извините, треугольника, как Хамас, Москва и Тегеран? Ведь и те политически связаны. Москва не скрывает своих контактов значит, и с Ираном, и с Хамасом, поставки ракет и так далее, и так далее. Опять же, это связано с тем, о чем ты говорил, что там оказалось много оружия, несмотря на формальную изоляцию. Ничего себе изоляция. Тысячи ракет, которые там привезли, собрали, там иранских, я не знаю каких и так далее. Вопрос такой, как это стало возможно и что в Израиле говорят, что с этим делать вообще дальше? Вот как жить с этим злом, как его разоружать, разрывать этот треугольник? Что с этим совсем делать стратегически? Ну, во-первых, про отношения с Россией, я думаю, что это вам, Украине, наиболее интересно и важно. Действительно, 14 сентября Исмаил Хания был в Москве, встречался с Лавровым. Ну, собственно, это не новость для нас. Самое запоминающееся, конечно, для нас событие было несколько лет назад, когда лидеры всех террористических организаций прилетели в Москву. Там был такой саммит ближневосточный, и Лавров, открывая этот саммит, начал его словами «дорогие коллеги». Вот редкий случай, когда Лавров не соврал. Вот, действительно, нельзя не согласиться с министром иностранных дел Российской Федерации. Да, это его коллеги, и ясно, что помощь оказывалась. Ну, например, часть оружия, которое есть в Газе, это оружие, брошенное боевиками Каддафи. Да, это советское оружие и российское, которое туда загонялось тоннами, контейнерами. Каддафи
нас покинул, да, не без помощи каких-то западных сил, мы это понимаем, да, то есть там было тоже противостояние, в общем-то, Запада и России. С одной стороны, там американцы пытались что-то делать не очень удачно, французы, ну и с другой стороны, разумеется, Россия, как всегда, не могла не участвовать. И, похоже, таким про-вагнеровцам, тогда еще не было этих боевых группировок, но какие-то военные инструкторы российские там уже были. Удалось вывести через Египет на Синай довольно большое количество оружия, и это оружие формально можно считать российским. Это было довольно давно, да, то есть это, чтобы было понятно, сразу после переворота Хамаса, он был в 2007 году, соответственно, это 8-й, 9-й, 10-й, ну и там дальше уже до смерти Каддафи это все происходило. Политическая поддержка России, конечно, есть. Ну, дорогие коллеги просто так не говорят. Но практическая помощь, да, шла из Ирана, мы это знаем. Уже известны фамилии, уже известны имена. Была использована иранская компьютерная программа для того, чтобы заглушить нашу систему видеонаблюдения, вот эту самую. По иранским чертежам строились беспилотники. Тысячи ракет, но были тысячи каналов между Египтом и Газой. Правда, Египет сейчас уже их разрушил, но в свое время успели затащить довольно много вооружений. Остальные ракеты создаются прямо на территории Газы. Там подземные огромные оружейные заводы. И проблема не в том, что сложно сделать ракету. Ну нет, ну что там сделать, Кассам или Град? Когда у них нет железа, они перестают делать ракеты. Но международное сообщество на протяжении всех этих лет требовало от Израиля помочь бедной Газе, например, поставка арматуры. Арматура раскатывается, и из нее прекрасно делаются эти самые ракеты сейчас, которые градом сыпятся на Израиль. Извините за невольный каламбур, потому что, как раз, да, очередной ракетный обстрел, на этот раз с юга сектора Газа. Соответственно, юг западного Негева обстреливается. Так что ось зла, да, существует. Были ли какие-то прямые договоренности между Россией и Ираном по этому поводу, не знаю. Мне не кажется, что необходимо было... Ну, все говорят про день рождения Путина. Ну, тут у нас, конечно, в Израиле другая точка зрения. 7 октября 1973 года, это до позавчерашнего дня, был самый страшный день в истории Израиля. Начало войны Судного дня, причем ровно 50 лет. Да. И вот это совпадение, мне кажется, куда более говорящим и более обоснованным. Да? Сегодня у нас самый страшный день — это 7 октября 1923 года. Ну и, соответственно, не без помощи, да, я вот возвращаюсь к мысли, ясно, что не без помощи Ирана, ясно, что были инструкторы, ясно, что часть этого спецназа, ну, по крайней мере, командиры или инструкторы тренировались. А вот сейчас я, к сожалению, должен идти, потому что начали бить по нам. У нас тут сирена воздушной тревоги. Сергей. Я на минутку, если можно, бомбоубежище. Да, конечно, хорошо? Конечно, Сергей. Да, конечно. Прячься, береги себя. Вот такая вот история. Вот такая вот история. И не знаю, що добавить. Просто ж ужас, на самом деле, просто жах. І те, що так як хладнокровно вони вбивали дітей, старих людей, жінок і всіх взагалі, кого бачили. Ну, це абсолютно повторення тактики терористів. Я, якщо встигну, я ще говорю це з Сергієм, але головне, що зараз, щоб він пішов в укриття, він знаходиться просто на відстані пострілу міни фронтової, тобто йому треба ховатися. І питання в тому, що я не можу припустити собі, щоб якщо, я про це Сергій сказав буквально у вересні, буквально 2-3 тижні тому, вони були в Москві, і це їхній політичний дах, або криша, якщо по-бандитськи казати, термінології 90-х, це їхня криша, це Росія. І криша Ірану – це Росія. Іран – це криша Хамас і інших угрупувань терористичних, які нібито воюють з Ізраїлем від імені ісламу. Насправді воюють вони від імені антилюдей, нелюдей, терористів і людожерів. І будь-які люди будь-якого віросповідання зараз на боці Ізраїлю, якщо вони люди. А решта, я не знаю, як можна
як можна радіти вбивству хладнокровному, підкреслюю, вбивству спланованому, підкреслюю, вбивству і захопленню заложників з боку терористів. Це підтримувати це або якось пояснювати це якимось їхніми там настроями може лише людина, яка не має серця, не має совісті, немає нічого, немає. Крім жаги до чужої крові. Пояснити це, знаєте, маніяк завжди має щось, чим він пояснює свої злочини. І тут просто не треба на це звертати увагу, треба робити своє, як ми робимо своє, як українська армія робить своє, як зараз армія оборони Ізраїлю робить своє. І ви бачили на вулицях усіх українських міст, і столиці, і будь-де, де є електронні рекламні табло. Вчора ввечері, вночі були зображення державного флагу, прапору держави Ізраїль. Таким чином ми підтримуємо цілком і повністю ізраїльський народ у спротиві проти антилюдей, які разом з росіянами. І я певен, що з дозволу, і я певен, що якщо хтось не може досі прийняти таку версію, яка, мені здається, очевидно, що цим усім керує Росія, як керував завжди і Радянський Союз, і впливав, і керував. Давайте тоді, якщо вас влаштує така версія, не попередили росіяни чомусь Ізраїль про такий напад. Хоча я певен, що вони про це знали, бо без дозволу криші таких справ не робиться. Без дозволу спонсорів жодної самодіяльності тут немає. Розумієте? Не може бути фізично. А що в даному випадку це означає? В даному випадку означає, що це напад всесвітнього зла. Напад у найбрутальніший спосіб, який ми бачили. І який просто дійсно, я коли про це думаю, я коли тільки уявляю цей процес знищення мирних людей, який зараз був в Ізраїлі, а півтора роки тому був у Бучі і в інших містах наших і селах, в Ізюмі, в інших, це одне і те саме. І це теж не може бути випадковістю. І я думаю, що Сергій нагадав про початок війни судного дня 7 жовтня 73-го року. Але я думаю, що і день народження Путіна – це теж тут не співпадіння. І як би там і не було, хай там як то кажуть, це не має різниці, бо результат ми бачимо на власні очі, і щодня злочини терористів, вони на всіх екранах, в усіх країнах, усі все бачать. І знущання над людьми, над дітьми – це їхній фірмовий стиль. І людство просто стоїть на межі. Людство має перейти Рубікон. Рубікон – це і об'єднатися всім, хто поважає людське життя, хто поважає закони, хто поважає, просто, я не знаю що, поважає совість, я не знаю, гідність, поважає жагу всіх людей до життя, не до смерті. А якщо хтось прагне смерті, то нехай і йому цієї смерті буде вдосталь. І я ще раз можу лише підтримати, я думаю, що вже не встигне Сергій долучитися, повернутися в наш етер, бо у нас залишається 2 буквально хвилини. Але все головне Сергій Гранкін сказав, і це велика честь для нього, що він вибачився за свою, що він обмовився, сказав «на Україні». Я теж, коли це побачив ролик, ми його демонстрували на початку програми, я зрозумів, що це просто людина автоматично сказала, і хто Сергія Гранкіна критикує за це, нехай це буде на їхній совісті, бо вся біографія Сергія доводить, хто він. Він людина, яка приїхала в Україну з перших днів, і ми йому вдячні за правду, за об'єктивність, за те, що він зараз каже, висвітлюючи події. Що тут додати? Світ має об'єднатися перед обличчям абсолютного терористичного зла.
Я дякую вам усім за підтримку. Дивіться АТR далі, допомагайте Збройним силам України, вступайте до лав 48-го окремого штурмового батальйону імені Намана Челібіджихана. На все добре, бережіть себе.